Салам, хурматтуу ватандаштар, здравствуйте, дорогие друзья. Вот снова мы в Женеве на сессии Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Разные вопросы обсуждаются: терроризм, права, свободу граждан и так далее. Здесь я пользуюсь тем, что я нахожусь. Здесь я хочу напомнить о том, что происходит у нас в стране. Но в основном у нас самый такой угнетаемый регион — это у нас Лебаб. В Лебабском вилаяте и отец, и сын, они ставят своих людей. Например, у них есть такой главный судья там, Увадов. Он тоже требует, чтобы заплатили деньги, сколько-то якобы это президентское указание, что 3,5 гектара земли это мало, если 10 гектаров возьмет человек, тогда значит можно, и он будет сажать, хотя люди на этом хотят, что они могут получить, кроме отрубей там и соломы, каждый сам себе. Но они требуют, чтобы не 3,5 гектара, а объединились 10 гектаров. И поэтому страдают люди, они даже вышли. Я говорю про тех людей, которые живут там, сельсовет Мирье был такой, так, от Саята в сторону Халачина. И они даже вышли на улицу, даже протестовали. И они их успокаивали, и все равно, опять-таки, что они трижды писали и в центр, и в президентский совет. Никто не ответил. Вот такая ситуация складывается. Точно так же и с руководителем вилаята. Опять тоже Ахальский стоит. У меня вопрос к руководству государства. Послушайте, что у них нет своих кадров? Почему там должен быть и Захала, и областной казы, кадет, главный судья, и вилаятский руководитель? Почему он должен быть Захала? Это делается намеренно для того, чтобы противопоставить, эти межплеменную рознь, чтобы было основание для роста межплеменной розни, что в этом регионе нет людей, которые могут сами руководить вилаятом. Почему нет судей из них, из самих? Это же всегда исторически было. И в каждом селе, в каждом регионе свои люди собираются и кого-то выбирают. Почему это нужно делать? Для того, чтобы контролировать. Но такой контроль, когда добром не кончается. Потому что это все может вспыхнуть. Они же писали, жалобы пишут. Конечно, они будут сопротивляться. Это не может закончиться добром. Потому что народ имеет право. Halkın hakkı var.